Немного терпения, и иммунитет бычку обеспечен на целый год. Ветеринары Сунжской станции по борьбе с болезнями животных проводят плановый обход жителей, владельцев крупного рогатого скота. Это как крестьянско-фермерские хозяйства, так и частные домовладения. Животных вакцинируют и берут кровь на анализы. Животные очень активные, реакция тоже у них нормальная. Вакцинация сегодня провелась против сибирской язвы. То есть это наши профилактические мероприятия, прививки, которые мы проводим каждую весну и осень. Отказываясь от вакцины, фермеры рискуют не только понести серьезные финансовые убытки, но и ставят под угрозу здоровье свое и всей семьи. Ведь некоторые заболевания передаются человеку от животных, говорят ветеринары. В хозяйстве Беслана Дзангиева несколько лет назад 2 коровы умерли от бруцеллеза. После пришлось проводить полную дезинфекцию во дворе и даже строить новый сарай. Поэтому Беслан никогда не пропускает вакцинацию и плановые визиты ветеринаров. Постоянно вакцинируем, постоянно. Постоянно вакцинируют. Ну, они приезжают, не знают, что делать. Они обходят весной и осенью, кровь берут, проверяют. И все, что там. Не болеют животные после этого? Нет, пока не болели. Вакцинация проводится в период, когда животное достигает определенного возраста. Позже проводят ревакцинацию, повторную прививку. Ежегодно необходимо брать у животных и кровь на анализы, чтобы предупредить появление опасных и быстро развивающихся болезней. После взятия кровь отправляется в республиканскую лабораторию нашу. Там уже исследуется на бруцеллез, лейкоз. Сразу же составляется сопроводительный документ, опись, прилагается к крови. Дальше уже исследуется. Специалисты Сунжской станции по борьбе с болезнями животных напоминают, что в случае, если ветеринарный врач не пришел на дом, то хозяевам необходимо обратиться в ветучастки и станции, которые открыты во всех районах республики. Амина Бокова, Магомед Шаухалов, Новости 24.